Сегодня по всей стране отмечают День памяти и скорби. По традиции в Сибае прошел митинг у обелиска «Вечный огонь». Акция «Красивый двор» продолжает набирать обороты. Подробности в наших сюжетах. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Есть в истории нашей Родины события, которые даже по происшествии десятилетий останутся в памяти людей, а время с возрастающей силой подчеркнет их величие. На календаре 22 июня – День памяти и скорби, установленный указом президента Российской Федерации от 8 июня 1996 года. Сегодня на мемориале «Вечный огонь» прошел митинг, посвященный этой дате. В истории 22 июня не просто день памяти и скорби. Это рубеж, разделивший жизнь человечества на до и после, на мирное существование и на 1418 дней и ночей, опаленных войной и навсегда изменивших судьбу советского народа. Мы, как говорится, дети войны уже. В подростковом возрасте нас застал как раз в 1941 году. Это прекрасный такой солнечный день был. Я как подсобник пошел там работать, дорогу строили. Вот это сейчас как раз Уфимская дорога называется, центральная, на Заркинском участке там. В то время радио не было, телефон-то не работал. И вдруг, я вижу, там начали работать где-то часиков в 11, что ли, уже среди белого дня, верхом, скачет один мужик там, по этой трассе, и машет руками, шапку, там, кепкой, как говорится, и война началась, война. Мы преклоняемся перед мужеством и героизмом наших воинов, павших на полях сражений и умерших от ран. Вспоминаем о тех, кто был замучен в концлагерях и фашистских застенках, погиб от голода и бомбежек. Мы знаем о тех, кто ковал победу в тылу, миллионы тружеников, стойко переносивших тяготы военного времени. Горечь утрат не имеет срока давности. В исторической памяти народа эта война навсегда останется бесконечной болью. Но с первого дня войны каждый твердо знал, что наше дело правое и враг будет повержен. Так и произошло. Мы склоняем голову перед нашими дорогими ветеранами и благодарим их за мужество, стойкость и героизм. Отдаем дань глубокой признательности и уважения фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям войны. В этот день началась самая страшная кровопролитная война в истории человечества, в огне которой погибли миллионы, десятки миллионов наших сограждан. Сегодня мы вспоминаем погибших на фронтах Великой Отечественной войны, пропавших без вести, замученных в фашистских застенках. Наши деды и прадеды одержали самую большую победу в истории всего мира и искренне верили в то, что победили фашизм. По традиции, в годовщину начала Великой Отечественной войны участники траурного митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Поклонимся великим тем годам, тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, друзья. Сегодня каждая российская семья отдает долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, но верил в нее, принимая неравный бой с фашистами. Сегодня вся страна в унисон вторит. Никто не забыт, ничто не забыто. Прошли десятки лет с того рокового утра 22 июня 41-го, а наша память вновь и вновь возвращается к суровым годам войны. Возвращается, потому что война была не только бедой, опалившим огнем каждую семью, но и суровым испытанием, проявившим силу духа и нравственное величие советского народа. Евдокия Титаренко, Игуль Хамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В Сибае прошло еще одно мероприятие, приуроченное к скорбной дате. Супермарафон протяженностью 80 километров, конечной точкой которого стал городище Аркаим, место, где Гитлер планировал разместить столицу фашистской империи. Все подробности смотрите далее.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, в ходе которой погибло 27 миллионов человек. Десятки, сотни тысяч содержались в концлагерях и страдали от голода в тылу. Значительную часть жизни унесли годы послевоенной разрухи. Это был жестокий урок, позволивший мировому сообществу понять, что война не может быть благом, независимо от того, кто и почему ее начинает. До сих пор неизвестно, сколько солдат участвовал в Великой Отечественной войне. Архив продолжается дополняться новыми сведениями о тех, кто стоял на защите Родины. Судьба многих солдат, павших на фронтах войны, поныне так и остается неизвестной. В этом году мероприятия ко Дню памяти и скорби начались в 5 утра в парке 30-летия Победы. Здесь был организован спортивный беговой супермарафон. Дистанция забега более 80 километров. Маршрут супермарафона от сквера Победы до древнего городища Аркаим. Принять участие решили 3 спортсмена, самому старшему из которых 52 года. В марафонах на такие большие дистанции вы участвовали до этого? Ну, в Москве, Уфе 6 марафон был. Ну, где бывает марафон, там участвую. С 4 класса занимаюсь. Главная тренировка, главное здоровье. Я решилась, потому что этот день посвящен войне, поэтому мой прадедушка служил тоже, и другие люди, поэтому хочу посетить этот марафон этому дню. Я думаю, дистанция довольно такая длинная, 80 километров. Будет интересно. Я давно мечтал об этом, как бы бежать так длинными дистанции, с остановками, с отдыхом. Перед началом забега все участники акции, организаторы, спортсмены и гости мероприятия традиционно возложили цветы. Внимание! На старт! Марш! На вопрос, почему забег состоится до городища Аркаим, организаторы ответили – на основании истории. У Гитлера были весьма специфичные задачи, которых он хотел добиться в ходе войны. Предводитель фашистской Германии хотел добраться до Аркаима и построить там столицу своей якобы будущей империи. Поэтому и конечная точка супермарафона будет именно здесь. Спортсменов в черте города сопровождали члены молодежного парламента. В первую очередь мы победили в Великой Отечественной войне потому, что была сила духа у нашего народа, советского народа, отвага, мужество. И вот ребята, которые 3 человека из нашего города бегут сегодня полумарафон, вот они, наверное, и всем нам являются примером того, что насколько нужно быть выносливым, насколько быть нужно крепким и духовно, и морально. И вот мы, молодежный парламент при Совете городского округа, тоже преследуем цель пропаганда здорового образа жизни среди молодежи нашего города. И своим примером хотим показать, что не нужно стоять в стороне от подобного рода акций, присоединяться к ним и показывать то, что нам не безразличны в первую очередь Великая Отечественная война. За состояние спортсменов можно не беспокоиться. Необходимый набор медикаментов, запас воды имеется у сопровождающих. По предположению, атлеты доберутся до конечной точки к 7 часам вечера. Данила Алибаев, Радмир Исангулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. 22 и 23 июня на базе Сибайского историко-краеведческого музея проходит зональный семинар-практикум «Музей, фольклор. Точки соприкосновения». Мероприятие приурочено к комплексной программе экономического развития Зауралья на 2017 год. Какие цели и задачи преследуют организаторы семинара и кто из гостей посетил наш город, смотрите в нашем следующем сюжете. Организатором семинара практикума выступило Министерство культуры Республики Башкортостан. Данное мероприятие стало одним из этапов подготовки государственных и муниципальных музеев республики к Всемирной фольклориаде, которая пройдет в Уфе в 2020 году. Сегодня на семинаре практикуме присутствовало более 70 участников. Это представители Министерства культуры, а также руководители и сотрудники ведущих республиканских музеев. Сегодняшний семинар посвящен музею «Фольклор. Точки соприкосновения». Как известно, музеи являются одним из основных культурных объектов нашей республики. Но сегодняшний день ставит новые задачи. И сегодняшний музей должен быть не только хранить экспонаты, заниматься культурной деятельностью, он должен заниматься и просвещением.
В первую очередь задача музея – это просвещение. Вот в связи с этим сегодняшний семинар, мы думаем, будет иметь практические значения, потому что собрались очень много директоров разных музеев. Мы будем разрабатывать новые концепции, новые подходы и программы развития музеев Республики Башкортостан. Первый день семинара совпал с Днем памяти и скорби. По словам многих гостей, музейное поприще, как ничто другое, связано с такими памятными датами, как день начала Великой Отечественной войны. Ведь именно музей может объединить в себе самые важные события прошлого, а затем посредством экспозиции передать память, атмосферу и настроение далеких лет. Сегодня довелось принять участие в семинаре «Практикуме для музейных работников Зауралья» и возложить цветы в сквере Победы города Сибай. Сегодня не праздничный день, он памятный, он день скорби. Это тот день, когда неожиданно, вероломно на нашу страну напал враг. В республике ведется большая работа по сохранению исторической памяти, по патриотичной работе, в первую очередь с молодежью. И время показывает, что именно в музеях хранится вся правда о той войне. В планах у организаторов рассмотреть на семинаре такие вопросы, как роль музеев в сохранении фольклора Башкортостана, популяризация основных жанров фольклора в практике музеев и так далее. Также одна из главных задач семинара – это обмен опытов среди сотрудников республиканских музеев. Первый день семинара практикума продемонстрировал, что музей Зауралья является центрами общественной активности населения нашей республики. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Акция «Красивый двор» продолжает набирать обороты. Напомним, ее инициатором выступил депутатский корпус города при поддержке администрации. Второе по счету мероприятие по облагораживанию внутриквартальной территории прошло во дворе дома 38 по улице Белова. О том, в чем состоит суть данной акции и как к ней относятся горожане, расскажет Евдокия Титаренко. Поддержать акцию «Красивый двор», инициированную депутатами городского совета, вышли многие жители дома номер 38 по улице Белова. В свою очередь, народные избранники еще раз отметили значимость данного мероприятия для всех жителей Сибая и поблагодарили всех неравнодушных граждан, активно принявших участие в акции по благоустройству двора. Благодаря вашим усилиям и вашему взаимопониманию того, что вы действительно отнеслись положительно, и то, что вы хотели сделать, чтобы такое вот мероприятие состоялось, я хочу вас поблагодарить, потому что если мы хотим сделать свой дом и свой двор лучше, то лучше нас, я думаю, никто не сделает. Поэтому сегодня мы начинаем работу, и я думаю, что в дальнейшем у нас будет очень хорошее продолжение вот этого вот мероприятия «Красивый двор» и участие в федеральной целевой программе, значит, у нас городская среда, и, соответственно, вот, учитывая мнение наших жителей этого квартала, я думаю, здесь будут оборудованы стоянки, но для этого, конечно, надо быть активным и быть в активной жизненной позиции. Конечно, мы встречались со старшими по домам, разговаривали, что бы они хотели увидеть. Как правило, это, конечно, более грандиозные изменения. То есть где-то не хватает парковочных мест, да, кто-то хочет там новую детскую или там спортивную площадку. Все эти грандиозные изменения можно будет реализовать в течение 5 ближайших лет в рамках программы «Комфортная городская среда», которая реализуется в рамках федерального партийного проекта «Единая Россия». Сегодня же мы пока своими силами делаем то, что можем. То есть это где-то побелка, где-то покраска. Сегодня вот в этом дворе мы оборудуем новую песочницу для ребят. Завезли песок, завезли землю для посадки цветов и деревьев. И большое спасибо всем тем, кто нам в этом помогал. Покраска перил, организация новой песочницы и клумб, посадка цветов и деревьев. Совместный труд по облагораживанию родного двора, как ничто другое, сплачивает народ и улучшает соседские отношения. К такому выводу пришли все неравнодушные жильцы, которые посвятили свой вечер участию в акции «Красивый двор». Чтобы детям было приятно играть, вот собрались клумбу поставить, песок вот выравнивает все для детей. Просто глазу приятно, наверное. Ну вот. Как бы весь двор здесь, не каждый день такое увидишь. Увидел с окошка, что здесь вот все это происходит, вышел поддержать квартал свой город. Но чтобы город был лучше, краше и, получается, и сплачивает вот жителей нашего дома, я думаю, и детей, и жителей, для красоты, для нас самих.
Пока взрослые были заняты благоустройством родного двора, юных горожан увлекли развлекательной и концертной программами. Их подготовили представители колледжа искусств и детского сада «Сказка». За пару часов общего труда внутриквартальная территория стала выглядеть значительно лучше. Акция «Красивый двор» на этом не заканчивается. Подобные мероприятия при активном участии депутатского корпуса еще в течение месяца пройдут во многих городских кварталах. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости четверга. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. Кроме того, свои новости, вопросы или пожелания вы также можете сообщать на сотовый телефон службы новостей 8 927 303 43 43, либо писать сообщения в Вайбере и WhatsApp. Связь доступна в рабочее время. На этом все. В студии работал Наиля Ахмедшина. Удачи и до встречи в эфире.